каждого есть два шанса. То есть, две попытки показать себя, пройти трассу. Оценивается по времени, самое главное, и по количеству попыток. Соревнования начались с обязательного брифинга. Главный судья чемпионата провел для юных гонщиков краткий инструктаж, напомнив о правилах безопасности и регламенте. В этом году за штурвалы виртуальных и реальных дронов сели 12 школьников, объединенных в 6 команд. Первый тур, виртуальный, через симулятор одному из членов команды нужно было пройти сложную трассу за короткое время. У каждого было по 2 попытки. Свои силы в симуляторе пробует Магомед Кадзоев, представляющий 4-ю школу из Кантышева. И он с первой же попытки успешно проходит трек, показав время 2 минуты 30 секунд. Пока что никто не прошел лучше меня. Посмотрим, как получится. Однако время Магомеда сразу же оказалось под угрозой. Если он участвует в чемпионате впервые, то есть здесь и опытные команды. Например, команда Кусай в прошлом году заняла 1-е место, и сегодня она вновь демонстрирует высший класс. В первом туре их пилот прошел трассу всего за 2 минуты 23 секунды, заняв первую строчку в турнирной таблице. По правилам, в 2 турах участвует 2 разных пилота из одной команды. Если первый сражается в виртуальной реальности, то второй должен показать себя на полетной трассе на настоящем дроне. Пилотом команды Кусай во втором решающем туре будет Билал Евлоев. Его напарник уже обеспечил ему хороший задел. Осталось только подтвердить лидерство. Я попытаюсь занять 1-е место. И вот начался второй тур. Теперь в руках у ребят джойстики от настоящих дронов. Гонка становится по-настоящему напряженной и зрелищной. Но дрон-рейсинг редко обходится без происшествий. Не справившись с управлением, дроны иногда бьются о стены. Один такой удар, и дрон команды Кусай выбывает из строя. Билалу приходится взять другой аппарат, к которому он не привык. До финиша он доехал, но уступил время 2 соперникам. Несмотря на азарт гонок, дрон-рейсинг – это в первую очередь образовательная технология. Проведение таких чемпионатов в республике помогает школьникам развивать инженерное мышление, логику и реакцию, открывая дорогу профессии будущего. Весной, ближе к лету уже планируется еще один чемпионат, он покрупнее, он будет достаточно масштабным, туда будет привлечено больше школ и больше участников, там планируется до 50 плюс-минус участников. И оснащение уже будет посерьезнее. И оборудование будет больше, там, для симуляторов, например, аппаратуры, ноутбуки. Симуляторы будут FPV, то есть уже спортивного типа, там посложнее это все, и отбор будет более жесткий. Несмотря на крутой вираж в судьбе главных фаворитов, чемпионат выявил своих героев. Победу в этот раз одержала команда Аэродрайв из 2-й школы села Сургаки. Но, как признались все участники, главный приз – это бесценный опыт и новая высота, которую предстоит покорить в следующих соревнованиях. Адам Гулоев, Молодгири Ахильгов, Магаз 24.